Обсудим мы сегодня мусорный вопрос. На самом деле, мне кажется, это самая обсуждаемая тема в нашей республике. Люди жалуются на экосистему, пишут гневные сообщения, иногда даже с нецензурной бранью. Вот как вы прокомментируете эту ситуацию? Вот как Минприроды борется с этим вопросом и чего нам ожидать вот в ближайшем будущем? Минприрода, безусловно, в курсе проблемы. С октября месяца мы, зная ситуацию, анализируя ее, как вывозят мусор, вовремя это делают или нет, соблюдается ли график, какие есть проблемы, какие нарушения у регионального оператора, пришли к выводу, что один региональный оператор в республике справиться с этой задачей не может. Во всяком случае, тот, который есть. Поэтому в октябре месяце издали приказ о лишении ООО «Экосистемы» статуса регионального оператора. Сейчас у нас идут судебные процессы, потому что далее расторжение соглашения, согласно нашему первоначальному соглашению, это осуществляется в рамках судебного производства. 12 марта 2020 года, надеюсь, будет последнее заседание, и в этом вопросе будет поставлена точка. Дальше будет, иные тяжбы идти, может быть, там будет и обжалование, этого я пока что сказать не могу, вступит она сразу в силу или нет. В дальнейшем мы планируем разбить республику на 3 зоны деятельности и отобрать 3 региональных операторов. Зоны мы предварительно распределили, согласовали их с администрациями, чтобы органы местного самоуправления опять же были в курсе, как у них будут делиться зоны. Мы считаем, что более мелкие зоны, скажем так, не вся республика, а вот 3 отдельные зоны гораздо легче и контролировать, и гораздо проще региональному оператору с этими зонами работать. Поэтому вот эта работа будет вестись. Безусловно, видим нарушения, безусловно, наказываем за эти нарушения. У нас более 1 миллиона рублей штрафов в отношении регионального оператора на сегодняшний день назначено. В связи с тем, что вовремя отходы не вывозят, либо там есть иные нарушения в деятельности организации. Ну, пока вот именно вот разбить зону регионального оператора до истечения судебных вот этих вопросов мы не можем. Поэтому будем контролировать, будем смотреть, чтобы вовремя вывозили. Опять же, даже у нас есть горячая линия, если куда люди могут позвонить, если есть проблемы. Более того, когда предоставлялся номер горячей линии, я свой личный номер туда поставил. То есть в случае чего люди могут лично до меня дозвониться, даже по любому вопросу по вывозу отходов, чтобы я мог уже непосредственно отдать задание своим инспекторам, чтобы они проверяли, контролировали, и в случае чего кого надо наказывали, решали проблему на месте. То есть получается, пока окончательно и бесповоротно экосистему не лишат права вывозить мусор на территории нашей республики, вы не можете предпринять какие-либо меры вот в этом отношении, то есть начать эту работу вести. То есть зоны-то вы распределили, но чтобы выбрать нового оператора, я так понимаю, что старый должен вот уйти восвоясь. Не совсем так. Зону мы пока предварительно распределили. Чтобы разбить зону в территориальной схеме обращения с отходами, нужно уже закончить вот эти вопросы судами, вот это все. Потому что сегодня экосистема, она выиграла, скажем так, конкурс на осуществление деятельности регионального оператора по всей территории республики в одной зоне. И пока вот не решится вот этот вопрос, переходить к изменению территориальной схемы мы не можем. Что касается самой работы, согласно соглашению о деятельности регионального оператора, бросить эту работу экосистема тоже не имеет права. То есть, согласно нашему соглашению, даже если они лишены статуса регионального оператора, они продолжают осуществлять деятельность в качестве регионального оператора вплоть до того момента, пока не будет избран новый региональный оператор. Это приведет к тому, что услуга сама по сбору и вывозу отходов, приостановка этой услуги не будет. Будут идти вопросы, все, отберем нового регионального оператора, резко перейдем уже работать с другим региональным оператором, в данном случае с 3. Конкурс у нас будет открытым. Основные требования к конкурсантам будут ужесточенные более. Основные требования – это реальное наличие возможности охватить определенную зону, либо это уже наличие достаточного количества техники, либо наличие на счетах денежных средств для приобретения этой техники. Будут определены конкретные сроки, когда все это должны предъявить, показать, есть техника, все. Все машины, которые будут возить отходы, они будут оснащены системой навигации,
у меня будет требование, чтобы я лично со своего компьютера мог видеть, куда ездят мусоровозы. То есть это будет обязательное требование, чтобы какие-то левые маршруты не были, чтобы не вывозили на несанкционированные свалки. Я должен видеть, здесь собирают отходы, вывозят их, скажем, вот на полигон. Все. Левых маршрутов там нет. Вот это будет контролироваться. Ну, как я вижу ситуацию, получается, что экосистема взялась за ту работу, которая ей не по зубам. То есть они думали, что у них получится охватить всю республику, получится вовремя выполнять обязательности должностные вот по договору. Не получилось. Или какие-то другие причины есть в этом? Смотрите, новая система обращения с отходами, она потому и называется новая. Это как темная лошадка. Все думают, многие организации думают, любой ЖКХ, я думаю, в республике думает, что даже не имея доходов, которые есть, может включиться в эту новую систему и осуществлять там работу. Потому что это новое все. Ты не видишь проблемы, какие есть. Грубо говоря, вот собираемость платежей от населения, 10% собираемость платежей от населения. Люди не хотят заключать договор с региональным оператором, люди не хотят платить за услугу регионального оператора. Они привыкли уже к той старой системе, когда либо там ЖКХ вывозил отходы, либо в каждом селе были свалки. Но мы эти свалки все, вот у нас как было, 29 свалок у нас было, межпоселенческих, поселковых свалок, куда вывозили отходы жители. Они просто в машину свою ложили, вывозили и выбрасывали. Все эти свалки закрыты сегодня. Нельзя там размещать отходы, согласно закону, нельзя, запрещено. У нас есть территориальная схема, которая все потоки отходов, которые образуются у жителей республики, направляют на единственный полигон, внесенный в государственный реестр. Это обязательное условие. Поэтому сегодня, выходя на рынок, любая организация, в том числе и экосистема, изначально они, скорее всего, я полагаю, рассчитывали на то, что все подключатся, все заключат договоры, все будут платить за эту услугу. Сегодня у нас есть там 2-3 машины, потом мы сразу накупим много машин, деньги появятся, валовая выручка, опять же, там была зафиксирована в год чуть ли не 800 миллионов. Фактически так не произошло. Фактически вот этого дохода нет. Но осуществлять услугу надо, оказывать услуги надо. Вывоз мусора обязательно. Опять же, то, что собираемость этих платежей низкая, это тоже вина самого регионального оператора. То есть, если у нас вот 10% собираемости, скажем так, за отходы, где максимум 300-400 рублей, да, в месяц платишь, и 50-70% собираемости платежей, например, я говорю за газ, где в месяц 5-7 тысяч рублей. Мы не можем во всем винить наше население, говорить о том, что вот они не платят. Если они готовы 5-6 тысяч рублей заплатить за газ каждый месяц и не готовы 300 рублей платить за отходы, здесь вопрос о системе, о том, каким образом собираются эти платежи, насколько удобны они для населения. Есть ли возможность оплатить за отходы со своего гаджета, со своего телефона, вот такие удобства, чтобы в очередях не надо стоять, такие удобства. Опять же, судебно-претензионная работа ведется региональным оператором или нет. Вот это, уведомление жителей. Люди зачастую не знают, что они должны платить за отходы. Да, мы об этом постоянно говорим, по телевидению, по радио, везде. Но приходим к тому, что вот где-то человек выбрасывает мусор, мы его там ловим на этом. Он говорит, а я не знал. Эту работу надо вести. Работу как вести? Региональный оператор получил статус. Получил он статус в 2018 году. Надлежащим образом уже качественно настроенная система должна была работать с 1 января 2019 года. Ему как нужно было? Направить уведомление людям, сказать, вот мы региональные операторы, мы у вас вывозим отходы. Вывозите эти отходы. Если не платит житель, судебный приказ, судебно-петиционная работа, изначальное уведомление, вот у вас там возникла задолженность, потом уже вот это. Но это в системе надо делать. А тут хочет человек заплатить, он платит. Не хочет человек платить, он там работа никакая не ведется, но и мусор у него не вывозится. Интересное дело. Дело в том, что договор-то не заключается, понимаете? То есть приходит, к примеру, представитель экосистемы на дом к человеку и говорит, почему вы не платите? А тот говорит, а я заключал с вами договор, но мы же вывозим. Ну, вывозите и вывозите мусор.
То есть вот просто вот, например, человек выставляет мусор, да, на улицу, проезжает там трактор, забирает вот эти пакеты и все. А договор не заключил. Какие претензии он может к нему предъявить? То есть региональный оператор-то должен был предварительно работу провести и сказать: вот я ваш новый региональный оператор. Вы должны заключить со мной договор, я буду вывозить мусор, вы будете мне платить там, например, 300-400 рублей, я не знаю, сколько платят они. В среднем это 300 рублей. А тут просто люди могут даже не знать, что это не чистый мир, там, а экосистема вывозит мусор. Что тарифы возросли. То есть не уведомляется население. Поэтому-то они и не знают. Договора-то нет. И я считаю, что это вполне обоснованные претензии у них к региональному оператору. То есть его-то, может быть, тоже и во всех грехах винить не стоит. Но и тем не менее, если договора нет, какие претензии? Ну, смотрите, этот вопрос законодательством урегулирован уже давно. Региональный оператор обязан разместить публичный договор в средствах массовой информации и на своем официальном сайте. Размещая публичный договор, он говорит, вот такие-то условия договора, там все. В течение месяца, по-моему, месяц, насколько я помню, жители уже должны заявки ему направлять на заключение этого договора. Они направляют заявки, он не имеет права отказать им в заключении договора, и жители не имеют права отказаться от заключения договора с региональным оператором. Закон об этом говорит. Если они не заключают с ним договор, проходит, насколько я помню, опять же, сейчас вот память может подвести, проходит 40 дней, и автоматом считается договор заключенным с этим жителем. Со всеми, кто даже не пришел. В этом случае он далее вывозит у них отходы, он вывозит в любом случае эти отходы и фактически оказывает услуги, если жители не заявляют о том, что они там не согласны с тем, что он вывозит у них отходы. В этом случае договор уже считается заключенным, он может направлять ему уведомления и взыскивать деньги. Бывают случаи, вот интересные случаи жалоб. Позавчера мне позвонил житель города Назрань. Позвонил, сообщил о том, что по улице Арчхоева в Назране не вывезли мусор. В течение там 20 минут звонит другая жительница Назрани. Данный вопрос по улице Газдеева мусор не вывезли, проблема у нас это. Я на этот участок отправляю своего инспектора. Ну, сразу, вот когда она уже звонила, рядом со мной стоял инспектор, я ему говорю сразу: Газдеева, там мусор не вывезли, поезжай. С возмущением еще житель звонит. Говорит: как так, я обращаюсь к региональному оператору, ко всем, у меня мусор не вывозят. Приезжает мой инспектор, улица чистая, проблем нет. Он говорит: а где отходы? Он говорит: вынесли, а мы потом занесли. Говорит. Он говорит: покажите договор с региональным оператором, с экосистемой. Он говорит: а у нас нет договора. То есть позвонить региональному оператору о том, что у него не вывезли отходы, заявить об этом они могут, они знают, что они есть. А то, что не вывезли отходы, заявлять, ну, опять же, может, они не ожидали, что мой инспектор туда приедет, а у меня всегда уезжает, как бы ни было. Ну, конечно, побеседовали с жителями, попросили, что у нас очень много жалоб по этому вопросу. Хотелось бы призвать, конечно, жителей: обращайтесь в обязательном порядке, если есть нарушение закона, если не вывозят мусор, это. Но недостоверные, скажем так, обращения, если поступают, рассматривая их, мы теряем время. Мы теряем время, чтобы рассмотреть более серьезные обращения, где есть нарушения. То есть, выезжая инспектор на один адрес, где нет нарушения, он теряет возможность выехать на другой, где они фактически есть. А ездят у меня инспекторы по всей республике. Поэтому обращайтесь, если есть нарушение, обязательно. Звоните, есть телефон горячей линии, есть мой личный номер там. Звоните, любое обращение мы быстро, грамотно рассмотрим, примем меры реагирования, но воздержитесь от того, чтобы обращаться по отсутствующим нарушениям. А у нас звонок. Давайте послушаем, какой вопрос хочет задать нам радиослушатель. Добрый день.
Баркалхан, телефон фотохра. 55 40 50 наш номер. Если у вас тоже есть вопросы, обязательно звоните. Адам, как вы прокомментируете эту ситуацию? Ну, в первую очередь, дайте валваште доли мусор, йог мы, йоги ищат закона. Ну, валха что халхуз, йоги шалч. С другой стороны, да, действительно, у нас тариф у нас посчитан Рекингушетти, это предельный тариф, он составляет за 1 кубический метр 458,42 рубля. Это, если пересчитать все, если все посчитать по нормативам накопления отходов, которые образуются от жителей, это 114 рублей с человека на дом ИЖС и 82 рубля на квартиру. Региональный оператор, это предельный тариф, выше него региональный оператор ставить не может, может ставить ниже, поэтому по нашей договоренности, по просьбе, фактический тариф это вместо 114 рублей 80 рублей с одного жителя на ИЖС идет. Это если 3 человека 240 рублей получается, 4 человека 320 рублей. И на квартиру у нас 70 рублей с человека. Вот так установлен тариф. Этот тариф, конечно, рассчитывается из расходов регионального оператора на сбор, транспортировку и дальнейшее обращение с отходами. Тариф, к сожалению, вот такой, как бы он невысокий на самом деле. Если смотреть по России, да, если ниже поставить тариф, региональные операторы обычно банкротятся. Когда идут на банкротство, опять же возникает на том или ином участке мусорный коллапс, где они вообще ничего не могут вовремя вывести, у них денег даже на бензин не хватает. Поэтому рассчитан тариф вот так. Рассчитан он из-за того, что у нас один полигон в республике. Сейчас у нас есть инвестор, который построит еще один полигон. Когда будет построен второй полигон, соответственно, плечо транспортировки отходов уменьшится с определенных районов, да, и в этом случае тариф будет по-другому пересчитан и будет более низким. Предельный тариф. В том числе такой высокий тариф по логистическим причинам. Да, конечно, туда же входит и средства, затраты на транспортировку этих отходов. Опять же, повторяю, по России, если судить, да, он ниже, чем у многих субъектов. У некоторых там завышенные тарифы, даже у наших соседних субъектов очень высокие тарифы. По России у нас низкий, довольно-таки. У нас был председатель комитета Общественной палаты России у нас в Ингушетии. Он заявил, что у нас хороший тариф. 114 рублей он заявил, что хороший. У нас-то фактически 80 рублей с человека установлен. Он заявил, что 114 это нормальный тариф. Ну, конечно, и с другой стороны, вот чисто вот по закону, по этим я объяснил. Теперь касаемо индивидуальных случаев. Мы и призывали и раньше, и я думаю, что региональный оператор вот с этим и работает. Есть индивидуальные случаи. Это когда многодетные семьи, это когда бедные люди, которые не могут, безработица бывает, да, человек не работает, денег у него нет, например, да, идти навстречу этим людям. То есть тут должен быть индивидуальный подход. Выезжает человек, нужно обращение, например, от жителя к региональному оператору поступает или к нам поступает с просьбой как-то, вот у меня тяжелое финансовое положение, я готов платить или готова платить, но не в состоянии, безработица, инвалиды. В этом случае все эти вопросы должны в обязательном порядке рассматриваться и в обязательном порядке либо снижаться тариф, не тариф, а снижаться сумма, которую берешь с этих людей. Ну, либо, как говорится, с учетом и наших религиозных убеждений, да, идти к тому, что бесплатно там запирать отходы. Ведь не так много таких семей, которые не могут себе позволить в месяц 300 рублей заплатить за отходы, да, но тем, которые есть, нужно идти навстречу. Это наше убеждение. Мы, когда будем работать когда будем разбивать зону регионального оператора, когда будем отбирать новых региональных операторов, мы в обязательном порядке будем работать с этими региональными операторами, чтобы они рассматривали индивидуальные случаи. Максимально снизить нагрузку от новой системы для населения. И проработаем вопросы их поддержки. Опять же, чтобы вот им не накладно это было. Ну, действительно, когда ты получаешь 50-60 тысяч рублей в месяц, 300 рублей, это, ну, практически не деньги. А когда ты получаешь пенсию 10 тысяч, 12 тысяч рублей, это очень здорово, бьет по кошельку. Я понимаю этих людей, которые сжигают, хотя это и, конечно, неприятно, да, если ты соседствуешь с ними, этот горелый запах неприятный. Но денег-то нет.
Людей это можно понять. И хорошо, что вы эти индивидуальные случаи будете иметь в виду. Но вот у меня еще такой вопрос. В интернете появилась информация, что экосистема предоставляет жителям Сунжи скидки в размере 60%, если они будут самостоятельно вывозить мусор на полигон. Честно говоря, даже не знаю, как реагировать на эту новость. Как вообще люди должны этот мусор на полигон вывозить? Вот, насколько мы поняли, вот до эфира мы с вами предварительно эту тему обговаривали, вы сказали, что для того, чтобы этот мусор отвозить, должна быть лицензия у человека. То есть любой человек, вот мне сейчас в голову взбрело отвезти мусор на полигон, я не имею права его отвозить. Обычный вот мусор, который скапливается у всех дома. В данном случае я вас понял, что это услуга дополнительная, которая оказывает региональный оператор. Ну, насколько я поняла, да, Можно, может быть, его кто-то меня можно поправит. возить, можно не возить, а осуществлять обращение с отходами, просто выставлять свои пакеты, заключить договор, платить вот этот Да, вот ты ежемесячный платишь, платеж. скажем так, 100 рублей И и самостоятельно этот мусор на полигон вывозишь. 100 рублей ты платишь потому, что полигон был полигон, да. создан на деньги экосистемы. Да, это стоимость завоза отходов на полигон. Я понял. Смотрите, есть такое понятие, как вы один пакет положили в машину, да, и до места накопления отходов его там выбросили, да. Это одно понятие. Другое, когда люди собирают отходы целыми лафетами, целыми машинами, с этими прицепами, вывозят вообще транспортировка отходов по закону, она считается лицензируемым видом деятельности. Если это отходы от 1 до 4 класса опасности. Всего у нас 5 классов опасности отходов. Если из домов отходы посчитать, то 5 класс опасности это в основном крупногабаритный мусор. А все, что у нас образуется, отходы от жилищ, исключая крупногабаритные, то, что у нас образуется дома, это 4 класс опасности. Соответственно, он лицензируется. И если житель берет на машину, грузит свои отходы, везет на полигон, там может быть много нарушений. Во-первых, транспорт, который возит полигон, должен снабжен быть специальными знаками. Во-вторых, не должны допустить потерю отходов по дороге. Потому что от того, что ты житель, если ты нарушаешь эти требования, ты загрязняешь всю территорию, дорогу, все, что там из-за этого это и лицензируется все. Опять же, обучен должен быть человек. Есть специальная подготовка. Когда выдается лицензия, это все проверяется. Опять же, машины должны пройти, получить заключение, санитарно-эпидемиологическое заключение на то, что на этом транспорте можно возить те или иные виды отходов. Там много требований. И с одной стороны, возможно, вот эта услуга, возможно, люди ею воспользуются и будут возить. Но я призываю наших все-таки жителей, да, с учетом того, что есть желание сэкономить, есть такие моменты, да, я призываю все-таки не пользоваться этой услугой, когда вы возите отходы целыми, скажем, машинами, лафетами. Возите пакет, если у вас в машине пару пакетов, которые вы обычно на улице выставляете, ничего не скажем. Но возить с нарушением закона по всей республике дурно пахнущие отходы, это я считаю неправильно. И региональному оператору, я полагаю, даже владельцу полигона, предоставляя эту услугу, надо задуматься об этом, когда они принимают эти отходы, что Или это все-таки, с одной стороны, прописать, есть нарушение. У них есть услуга своя, когда у вас много отходов образуется, они могут выслать машину, или крупногабаритные отходы образуются, выслать машину, собираете, платите и вывозите. А так, если есть желание сэкономить средства, 100 рублей на услугу, честно говоря, я думаю, 100 рублей это за куб отходов на 1 кубометр, потому что за один пакет, то, что вы возите, 100 рублей. Скорее всего, они заключают тоже договор, что они будут сами отвозить этот мусор и платить 100 рублей в месяц. Потому что 100 рублей за один вывоз отходов... Месяц вы имеете в виду? Да, это получается те же 400 рублей. Какой смысл опять тогда? же, это услуга добровольная. Если жители готовы воспользоваться этой услугой, пусть пользуются, но в разумных там пределах, без всяких там крупных объемов вывозимых отходов. 1-2 пакета в своей машине, это одно дело в своем багажнике. Другое дело, когда прицепы, грузовики или какие-нибудь другие самосвалы Мне кажется, с нарушением закона по городам возить. Это есть, я знаю, я поэтому и говорю,
я свидетель тому, что вот часто это бывает, жители копят у себя там в огороде где-нибудь эти отходы, собирают, ну вот, лафет для трактора ставят, заполняют его, когда он заполнится, уже машина позывает, он уже вывозит у них на полигон. Какие-то бытовые отходы или вот Домашние, строительные? вот то, что вот, образуется, ремонт? бытовые. В огороде где-нибудь стоит у них прицеп, на него там сбрасывают отходы свои, заполняет этот прицеп, потом за машину цепляет, увозит на, скажем, полигон или куда-то. Такое есть у нас в республике, часто бывает. Не помешало бы более активную работу проводить вот, в сфере экологического просвещения населения, чтобы люди сами хотели сортировать мусор, участвовать в деле, скажем так, какую-то лепту вносить в окружающую среду, знаете, не загрязнять ее, а хотя бы какой-то вред не наносить, снизить, скажем так, свой экологический след. Вот как вы считаете, только ли школьников нужно просвещать? Потому что, как мне кажется, школьники вот наименьший вред приносят. Более вот взрослое поколение, вот они как раз-таки и самые главные вредители. Ну, я лично считаю, что экологическое просвещение играет одну из важнейших ролей в том, чтобы воспитать наше население. То есть воспитать его, привить экологическое правосознание у жителей. Это просвещение, оно должно идти не только от государственных органов, но государство в обязательном порядке должно в этом участвовать и участвовать активно. В нем активно должны в первую очередь участвовать родители. То есть люди, которые, скажем так, из дома оно должно идти. Далее школы, детские сады, вузы, где они учатся. Далее муниципалитеты обязательно, сельские муниципалитеты, они должны прививать людям экологическую культуру, районные администрации, органы власти и государство. Это все должно работать вместе. Каждый должен проявлять свою инициативу в этой работе. На сегодняшний день, к сожалению, инициатива исходит от государственных органов. Чаще всего инициатива исходит от нас, от Минприроды. Вы знаете, наверное, сколько мероприятий мы организовываем, сколько субботников мы организовываем. Мы уже 4-й год подряд победители самой крупной акции в России, экологической «Вода России», которая 7 месяцев проходит. Столько субботников, сколько у нас в республике, наверное, не проходит ни в одном субъекте. Не наверное, а точно. Я как поездил по России до того, как вернуться в республику, да, я знаю, что то внимание, которое нашим жителям уделяется окружающей среде, да, оно редко уделяется в других субъектах Российской Федерации. Это видели и чиновники довольно высокого уровня, к примеру, даже министр природных ресурсов Российской Федерации Дмитрий Николаевич Карбулкин здесь был как раз на одном из субботников, как раз видел, какое внимание люди этому уделяют. Всю эту работу, это просвещение, экологические уроки, это надо вести. Но опять же, у нас сейчас есть такая практика, проект, у нас молодежный активист Адам Калиматов. Вот я недавно он в маршруте участвовал, видел. У него есть, скажем так, экологические проповеди, то есть которые можно читать в мечетях. Это очень сильная и мощная машина для пропаганды, именно вот мечети, да, рассказывать людям хадисы о том, что им нельзя допускать нарушения, ведущие к загрязнению окружающей среды. Это очень сильно, и я думаю, что большое количество людей, прихожан этих мечетей, которые слышат о том, что это нарушение, это делать нельзя, религии это запрещает, загрязнение, да, территории. Я думаю, они это будут учитывать, когда будут слушать эти проповеди и идти домой. То есть дома хотя бы давать уже воспитание согласно этому. Конечно, надеемся, что это услышат все 100% жителей, людей, которые ходят в эти мечети. Но даже если это будет 80%, это уже хорошо. Ну, Адам, спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, что у наших жителей сейчас хоть на какие-то вопросы, вот касательно вот этой мусорной проблемы, вы ответили. Если вопросы остались, как вы ранее говорили, на горячую линию можно позвонить, разъяснить все эти ситуации, уже, может быть, какие-то конкретные ситуации обсудить. А нашим слушателям я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был начальник управления экологической безопасности, охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев. Для вас работала Милана Манкиева. Всего доброго, оставайтесь с нами.